Иван настроит нас трансляцию уже. То есть мы сейчас в YouTube переместимся, и там будем, да? Я сейчас ссылку на YouTube кину, просто чтобы было видно, как это будет видно. Посмотреть со стороны, да. Угу. Да. В чат кидаю. Ссылка в чате отправлена. То есть на данный момент у нас вот как раз включено в настройках просто спикер. Юрий, Да. подключен. Ну, он автоматически сейчас перекидывает на того, кто говорит просто. Поэтому А кто должен перейти? Смотри, давай тогда... Может Ссылка быть, пришла, конечно. Так, отключим, может быть, нас отключим, и получается, Юрий Владимирович запустит еще раз презентацию. Нет, мы сейчас как раз проверим, ему нужно запустить презентацию, да. Да. Юрий Владимирович, давайте попробуйте снова запустить презентацию, и мы как раз сейчас увидим, как у нас будет происходить трансляция. То есть мы По ссылке в YouTube мне пока не надо переходить? Нет, ссылка в YouTube – это если вы хотите посмотреть, что будет видно на данный момент зрителям. Ясно. Но при этом я презентацию свою видеть не буду, естественно. Ну, то есть я буду ее видеть, но управлять я ей не смогу. Ну, вам сейчас вот надо будет тогда сосредоточиться именно на презентации. Мы потом уже подключим Татьяну, и вы посмотрите, как у Татьяны тогда будет. Хорошо. Нет, вещание на YouTube идет с задержкой, по-моему, около 20 или 30 секунд. Да, действительно есть задержка. Вот я уже открываю презентацию, пока еще есть. А вы осознанно так делаете много? Еще раз? Ну, 20 секунд вы специально делаете, там же это регулируется вроде в самом YouTube. Стандартная задержка. То есть мы просто не будем ее менять, потому что чем меньше задержка, тем... Тем хуже качество. Да, больше с качеством и битрей. А мы видим теперь Татьяну. Нет, мы сейчас, вот пока у него на главном экране Это у идет. Татьяны презентация. Да. Это презентация Татьяны. Да. А в окошке высвечивается видео. Потому что... Сразу. Мне сказали, что они вообще не должны. Не пришла, группа просто пришла. Просто сейчас отключим Юрия Владимировича, отключим и отключим нас. И у нас получится, что, Татьяна, вы можете говорить, и тогда мы увидим, как будет происходить трансляция по этой ссылочке. Давайте так попробуем. Так, что еще раз делаем? Юрий, Глеб, я отключил вам микрофоны, пока микрофон будет только у Татьяны работать. Угу. Так, вот я так понимаю, что сейчас видно только тоже презентацию на трансляции, правильно? Я вас не слышу, у вас тоже выключен микрофон, судя по всему. Да, Татьяна, все в порядке. В трансляции идет как раз ваша презентация и в уголке изображение с вашей камеры. Так, а можно я гляну, как это выглядит? Я прекратила делиться экраном. А вы, если сейчас переключитесь, как раз вы увидите себя. То есть 20 секунд как раз можете переключиться, посмотреть. О, и правда, да, я успела. Да, отлично. Вот, а теперь, Юрий Владимирович, надо с вами. Возможно, решить. тогда еще стоит, если будет в уголке экран, то оттуда нужно убрать текст, наверное, да, чтобы вот его там не было, чтобы... Да, то есть если ваше, изображение, да, вот, то есть вас будет в окошке в правом видно, то есть если там есть текст презентации, да, может быть, какие-то логотипы или еще что-то, просто можно будет не увидеть. Хорошо, тогда я там еще текст тоже размещала, поэтому я лучше перенесу его в другое место. Теперь тогда давайте подключим, Юрий Владимирович, вас. Значит, мы, коллеги, отключаем микрофоны у Татьяны и у Глеба, и, соответственно, передаем права. Юрий, просим.
Включите микрофон, пожалуйста. Включил микрофон. Так. Открываю совместный доступ, да? Это все так же. Открываю. Вот он опять открывается. Открылся. Вы его видите? Рабочий стол. Есть что-то. Видите? Да. Да, видим. Да, хорошо. Открываю презентацию. Вот. Ну, я себя не вижу. Вижу презентацию. А вы что? Я вас не слышу, потому что у вас отключены микрофоны, да? А у нас, получается, обратной связи нету. Да, все в порядке. Да. Да. Все в порядке. В трансляцию идет изображение с камеры в правом верхнем углу и презентация на весь экран. Ну, здорово. Здорово. То есть, ну, то, что я себя не вижу, никакой разницы, я буду рассказывать. И получается, что это будет, ну, все 15 минут примерно в таком режиме, да, то есть именно в таком. Не будет отдельная большая голова, да, отдельная презентация и маленькая голова, правильно? Слова будет, когда будут ответы и вопросы. Хорошо, хорошо. А они будут вот 15 минут и вот следующие 5, да? Ну да, 5. Но если будет, коллеги, если будет много вопросов желающих из аудитории, то есть я думаю, что мы дадим, ну, как бы, ну, возможность всем задать, кто пришел. Вот. У нас получается какая история? То есть мы будем находиться в офлайне в Академии государственной службы. Вот, и к нам туда придут учащиеся студенты, педагоги и так далее. И у нас также будет трансляция на YouTube. То есть, но мы вот тут порешаем, что приоритет по вопросам мы будем все-таки давать тем, кто пришел в аудиторию. Вот. Если мы будем успевать, то, ну, как-то по времени, ну, я не думаю, что там, ну, минут 10 максимум, наверное, можно выделить. И если будут, например, вопросы из YouTube, тогда мы будем оттуда задавать, но это уже будет после того, как все зададут из аудитории в офлайне. Вот так приоритет хотели бы расставить. Но в любом случае на все вопросы, я думаю, может быть, вы потом ответите. Я не знаю, насколько это будет корректно с моей стороны вас просить об этом. Вот. Ну, Нет, ну, конечно. Отдельным постом, опять же, можем тогда опубликовать и, ну, посмотрим уже по ситуации. Я думаю, что там нужно по ситуации смотреть. А, Юрий Владимирович, если бы вы вот по этой ссылочке в YouTube перешли, вы, наверное, бы увидели, да? То есть уже не увидели? Ну, я сейчас обратно организовал. Верну Я к тому, его. что там же с опозданием нужно было сразу видеть. Да нет, но, Наталья, нету особого смысла. Ну, я представляю, как это, конечно. Ну, то есть там все прекрасно, все видно, так что... Хорошо, конечно. Вот. А все-таки 15 минут, потом какое-то время, 5, 10, 15 минут на ответы, да? Да, в зависимости от количества. Да, мы предполагали 5 минут на вопросы и ответы, но, может быть, это будет чуть-чуть больше. Если ваше выступление будет меньше времени занимать, это тоже ничего страшного абсолютно. То есть смотрите, как, ну, сколько вы информации, то есть как вы хотите преподнести, да, эту информацию, потому что все-таки лекции, они, сколько у нас заявлены как TED-лекции, то есть это должно быть что-то совсем мотивационное, чтобы было вот прям полезная, может быть, и это все-таки не такая обширная лекция, там, с какими-то, ну, то есть какой-то вообще, может быть, упор на одну какую-то сторону. Ну, в общем, вот подумайте. Понятно, здесь краткость, так сказать, подачи материала, наверное, акцент лучше сделать. Естественно, размазывать, так сказать, манную кашу не то, не сё. Вот. Да. Ну, вот так вот. Так что теперь уже, наверное, до встречи. Нам надо с вами только определиться. Мы в 3 часа начинаем запускать, то есть нам нужно, я думаю, что заранее с вами созвониться, да, чтобы мы были уже все вот тут, зашли. Может быть, что-то еще попробовали вот все-таки, да? Или как? Нет, все? Нет, наверное. Ага. Только убедиться, что все работает. Да, что все работает. Попробовать, ну, все равно. То есть, если никаких эксцессов с техникой не будет, то, в принципе, нам особого времени на подготовку не будет. То есть, если будем сейчас вот 100
вы сейчас используете компьютер, ноутбук, камера, то, соответственно, не должно быть каких-то особых проблем. Ну, вот сейчас все прекрасно, то есть мы не сказали, что мы там очень много ждали что-то и так далее. То есть, в принципе, все работает. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас нахожусь неподалеку аудитории, где проходит мероприятие, и оттуда идет звук. Вы его слышите? Да. Да. Слышите его? Поэтому я просто вывод для себя сделаю, я, так сказать, дислокацию А поменяю. я вообще потому ни что- звука не слышу. У нас не слышно, у нас... Просто чтобы не слышала, так сказать, аудитория. Вот. Ну, я как раз ждал, когда начнется шум, и чтобы задать этот вопрос. Он начался, вот. Это нерегулируемые процессы. Хорошо, я поменяю дислокацию на всякий случай. Вот. Я бы еще, Иван, если можно, еще раз запустил бы презентацию. Можно? Просто еще раз попробовать. Угу. Коллеги, если вы не против, можно я, наверное, тогда отключусь. В принципе, если Всё. ко мне, да, какие-то вопросы, то я на связи. И, в общем, да. Да, Татьяна, спасибо большое. Все, то есть до Татьяна, встречи. спасибо. Всего хорошего. Да, да, спасибо вам. До встречи, до свидания. Всем пока. Большое спасибо. До свидания. Пока. Вот. А я запускаю совместный доступ. Экран. У меня просто здесь два монитора параллельно работают. И вот привыкаю к этому режиму. Страница не отвечает. Вот я на совместный доступ, да, щелкнул, а страница не отвечает. Может, у меня какой-то сейчас не тот доступ? Нет, тут доступ для выступа только один, поэтому, скорее всего, просто оно притормаживает. Давайте попробуем Ясно. дать. Да. Только стоило мне сказать, что все было. Ага, появилось. Нет, ну вот оно, некоторая пауза такая, да. Вот оно. Вот оно, да? Ну, вот Да, видим презентация. ваш и так рабочий далее. стол. Вот так, да? Да, Мгм. всё хорошо видно, да. Ну, хорошо, хорошо. Мгм. В любом случае, это не очень долго. Хорошо. Ну, тогда. Ну, все тогда. Ну, теперь уже до встречи уже. Давайте на мероприятие. Да, Встретимся. да. Всё, То есть спасибо. в 3 часа, да, подключаемся? Я думаю, что в 3 часа это поздновато. Может быть, все-таки в 14:30 или это Ну, больше? Давайте, Ну, лучше давайте, минимум за полчаса. Да. Чтобы... договорились. Да. Мгм. Всё. Лучше Какие-то... немножко повисеть и все проверить. Да, все. Мгм. Ну, все тогда. Всё. Все, до свидания. Спасибо. Пока. Все, всем До хорошего свидания. дня. До свидания. Все.